Это «Наизнанку» — проект о региональной России. Все чаще мы слышим о создании новых союзов народов России. Не успели мы привыкнуть к Лиге свободных наций и Форуму свободных наций пост-России, как стали свидетелями создания еще одной площадки. 9 мая сего года состоялась учредительная конференция новой международной структуры «Альянс коренных народов», или коротко «Альянс». За день до этого на совместном стриме политолог Руслан Айсин и общественный деятель Руслан Кутаев заявили о создании Союза за освобождение народов. Сегодня у нас сразу два гостя. Собственно, Руслан Айсин, эксперт по межнациональным отношениям, а также еще один эксперт по межнациональным отношениям Харун Сидоров. Салям, добрый день. Добрый день, валейкум ассалам. Давайте начнем с того, что обозначим позиции. Вот как вы считаете, Россия в нынешнем виде сохранится? Давайте начнем с Руслана. Ну, я думаю, что не сохранится. Она уже и ментально, и политически уже распавшееся пространство. Пространство, которое не в состоянии явить миру нечто цельное. То есть она изнутри уже как бы не верит внутри себя то, что она будет единой. Но вопрос, что Россия, она сильно отстает от мировых тенденций, в то время как во всем мире процесс деколонизации, дефрагментизации, скажем так, давно состоялся, или же так формы цивилизованного развода, они прошли так или иначе, прокатили судорогой по всему миру. В России этот процесс немножко запоздал. То, что происходит сейчас, это вполне объективный исторический процесс. Он не зависит ни от злокозней внешних сил, как это пытается представить пропаганда российская, московская, ни от того, что злые инородцы, сепаратисты хотят разорвать душу российской матушки и так далее и тому подобное. Это просто колесо истории, которое идет, словно джиггернаут, и его не остановить в этом плане. Мы поняли. Спасибо. Харун, какова твоя позиция по этому поводу? Я думаю, что можно уже констатировать, что то государство Российская Федерация, которое возникло после распада Советского Союза, оно уже прекратило свое существование. Более того, те его границы, которые были международно признанными, они не устраивают само его руководство. То есть оно само поставило перед собой задачу фактически преодолеть эти границы и отметает тот концепт от Российской Федерации в этих границах, который возник в 1991 году. Они ставят перед собой задачу вместо этого государства перейти к тем границам, как они это фиксируют, вернуться к тем границам, которые определяли так называемую историческую Россию или большую Россию, то есть границам, которые были больше, чем границы современной Российской Федерации. Но многие, в том числе и я, считают, что по итогам эти границы станут меньшими, чем границы международно признанной Российской Федерации. То есть у вас нет принципиально разных позиций по этому поводу, поэтому давайте перейдем к вопросу о реакции на эти процессы. Я так понимаю, что создание вот этих площадок — это некая такая реакция активистов на то, что происходит с Российской Федерацией. В этой связи, Руслан, интересно твое мнение принципиально, чем отличается Союз за освобождение народов от других платформ? Потому что, как я уже сказал в введении, платформ много. Почему их так много? И нужно ли их, чтобы их было так много? Как говорится, парней так много молодых на улицах Саратова, а я люблю женатого, да? Смотри, основное различие заключено в том, что Союз народов за освобождение, оно организовалось чуть раньше того срока, который
вы обозначили, входят представители, руководители оппозиционных структур, оппозиционных движений бывшего Советского Союза: Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана. То есть это шире, чем просто народы России. Я правильно понимаю? Шире, конечно. Это, опять-таки, как говорил товарищ Достоевский, человек широк, я бы его сузил. Да? Здесь наоборот. Мы бы расширили, потому что процесс распада, ну, как сказал уважаемый Харун, идет Советского Союза. То есть это не только распад России, потому что влияние Москвы на республики бывшего Советского Союза еще колоссальное на самом деле. И они тоже требуют деколонизации, во-первых, а во-вторых, установления демократических форм власти, форм правления, да, выработки платформы для создания нормального развития гражданского общества или там, формирования national state, национального государства. Потому что все-таки то наследие советской нации, социалистической нации, оно тоже на них давлеет. Поэтому это более широкое движение, и, соответственно, задачи, которые стоят, они подразумевают, что только сообща, только вместе мы сможем разорвать эти цепи, которыми сковала нас Россия. Поэтому противоречий здесь нет. Как говорится, много площадок хороших и добрых. Тем не менее, много площадок у некоторых людей вызывают ассоциации с тем, что активисты не могут прийти к общему мнению. В этой связи у меня вопрос к Харуну. Есть ли такое, как вы видите вот эту ситуацию? Она создает впечатление, что нет единства, что они не могут объединиться на одной площадке? Ну, она начала создавать, на самом деле, такое впечатление еще тогда, когда после образования Лиги свободных наций возник форум свободных народов пост-России. Тут, наверное, надо отмотать немножечко ситуацию назад и зафиксировать, что вот впервые попытку создания такой платформы мы предприняли еще в конце 2021 года, вот именно как оппозиционный в, скажем так, рамках курса на сотрудничество с форумом «Свободной России». Это была платформа самоопределения народов России. То есть у меня был, например, мандат от Айрата Дильмухаметова на создание такой площадки. К ней присоединились несколько еще движений: калмыцкое, башкирское, некоторые представители татарских организаций и так далее. Но вот этот формат, под ним, наверное, была подведена черта с началом российско-украинской большой войны, когда стало понятно, что российская оппозиция, даже вот ее условно-радикальное крыло, не вытягивает эту планку. И этот дискурс, скажем так, эти инициативы стали перехватывать люди из Киева, на что мы, в общем-то, сочли, что у них есть моральное и политическое право на такое как бы лидерство, на такую инициативу. Возникла Лига свободных наций, и в скором времени после этого возник форум свободных народов пост-России, который тоже на самом деле был создан по инициативе людей из Киева. Уже тогда возник вопрос, зачем вот нужно это дублирование. Но, в общем-то, последующие месяцы они показали, что форум нашел свою нишу, и Лига нашла свою нишу. То есть Лига — это такое больше низовое активистское мероприятие. Оно специализируется по проведению уличных каких-то акций, флешмобов. А форум стал именно площадкой такой интересной для продвижения этого дискурса с привлечением международных экспертов. И вот Руслан говорит интересно и правильно о том, что необходимо подключать людей из постсоветского пространства, что безусловно так, и с этим сложно поспорить. Форум поставил еще более амбициозную задачу. Вот помимо привлечения людей, экспертов, тех или иных из постсоветского пространства, он стал привлекать людей, потенциальных союзников и из дальнего зарубежья. В первую очередь из государств Центральной и Восточной Европы, потому что они занимают исторически наиболее радикальную здесь позицию, но также это были люди из условно старой Европы, из США,
и последний форум подключались люди из Турции, из других каких-то государств. Он был проведен уже последний форум в США. Сейчас его планируется следующий проводить в Японии и в планах далее проводить в Турции. То есть ниша была какая-то найдена, скажем так, этой деятельности, отличающаяся от ниши Лиги свободных наций. Я думаю, что если возникают новые инициативы, то в чем я на самом деле не вижу ничего трагического, вот, но действительно, чтобы это вот не было таким каким-то мешканием друг у друга под ногами, им действительно нужно иметь понимание, чем они будут заниматься таким, чем не занимаются уже существующие площадки, и в чем они будут эффективнее, скажем так, чем эти площадки. Ну, если я правильно понимаю, то позиция Руслана и видение деятельности Союза, в котором он участвует, заключается в том, что деколонизация коснется не только россиян, но и другие государства, поэтому они идут на эту нишу. Я правильно понимаю, Руслан? Да, конечно. Более того, мы выступаем за такую широкую конфедеративную составляющую. То есть мы прекрасно понимаем, что одно дело называется дробить на мелкие осколки, на мелкие части, другое дело создавать такие коптирующиеся огромные суперструктуры. То есть это Идуль-Урал, например, или Туран. Вот, потому как в условиях, когда тебя поджимает с севера Россия, с востока Китай, например, да, арабский мир, то есть понятно, что нужно будет находить какие-то такие ниши, чтобы тебя, не дай бог, не раздавили прессом. Поэтому вопрос этот еще и не только освобождение, это вопрос о будущем, в принципе. Потому как обрели государственность и независимость такие страны, как Туркменистан и Таджикистан. Но мы же прекрасно понимаем, что режимы этих стран настолько сволочны, что Владимир Путин иной раз перед ними кажется просто каким-то Львом Толстым. Вот. Поэтому вопрос заключен в этом, что нужно смотреть куда-то вдаль, и, в общем-то, много точек соприкосновения. Тут мы считаем, что ни в коем случае нельзя друг друга толкать плечами и локтями и сетовать на то, что мы когда-то были созданы раньше, мы еще что-то. Нет, вопрос не в этом, потому что так или иначе люди, которые участвуют во всех этих проектах, они люди, что называется, проверенные, стрелянные и тертые калачи, поэтому за каждым какой-то бэкграунд, за каждым какая-то своя история политическая. Но я думаю, что нужно смотреть чуть-чуть дальше, потому что освободиться мало, надо еще и думать над тем, с чем же мы выйдем на вот эти вот широкие просторы. Харун, ты сказал о том, что в наличии множества площадок нет ничего трагичного, а с точки зрения достижения целей, это не распыляет весь этот потенциал? На самом деле, я отслеживая реакцию на свою статью, которая стала, в общем-то, я так понимаю, поводом для этого обсуждения, увидел, что некоторые участники этого процесса тоже разделяют мое опасение, что да, распыляют. То есть я действительно не вижу здесь ничего трагического и абсолютно согласен с Русланом, что тот факт, что кто-то возник раньше, не может становиться препятствием для создания новых площадок, если действительно у них есть какое-то видение и если у них есть возможности, которых не было у предшествующих площадок. Но в отсутствие этого фактора, а мы пока не видим этого ни у кого, справедливости ради, ни у одной из перечисленных площадок, у кого-то, может быть, потому что они не успели себя объективно проявить, у кого-то, сложно сказать, да, но в отсутствие этой такой оригинальности и уникального какого-то ресурса, который отсутствует у других, есть риск распыления действительно этих ресурсов. Говоря о ресурсах, я бы хотел вернуться от общего к частному и задать вопрос Руслану. Как ты оцениваешь татарский активизм сегодня?
Ну, мне трудно говорить, потому что я нахожусь как бы в эпицентре этого, поэтому человеку, который находится в ситуации инсайда, наверное, тяжело говорить. Но мы создали еще и такое концептуальное общественно-политическое движение «Татполит». Площадка у нас концептуальная в Казани, мы ее по просьбе ряда наших сторонников переформатировали. Основная задача ее заключается в формировании как раз концептуального дискурса, потому что активизма достаточно, но недостаточно, на мой взгляд, выверенного, такого выстроенного подхода к тому, что такое государство, что такое полития, какие формы есть. Я там, например, выдвинул идею Татарстан кулака, Татарстан 5, Татарстан шире, чем те административные границы, которые были нам начертаны в 1920 году. Все это требует серьезного обсуждения, серьезной дискуссии внутри татарского мира. Плюс ко всему, в какой-то степени это будет зажигать вот это вот пламя интеллектуального брожения в самом Татарстане. Понятно, что сейчас просто все притихли, потому что это опасно, да, и многие темы, даже история, культура сейчас под таким серьезным и гласным надзором Москвы. Но вот этот формат, он, скажем так, будет держать их в тонусе. То есть это тоже одна из важнейших задач. То есть Татарстан, так называемый статичный, как я его называю, это Татарстан, и Татарстан динамичный, это диаспора. Но они должны друг друга дополнять, взаимодополнять. Это тоже одна из форм взаимодействия. Поэтому татарский активизм, скажем так, сейчас переживает не самые простые времена, потому что мы этот путь проходили 100 лет назад, когда татарские интеллектуалы, татарские политические деятели вынуждены были покинуть тогдашнюю и Российскую империю, впоследствии Советский Союз. Но так и не смогли, что называется, выстроиться полноценно. И вынуждены были действовать и работать на благо уже других государств, типа Кемалийской Турции, например. Известно, что 3 представителя татарского национального движения Гаяс Хаки, Садри Максуди и Юсуф Акчара были отцами-основателями нашей Турецкой Республики и советниками самого Ататюрка. Такие люди есть в татарском национальном движении сейчас, но их нужно собрать и выступать вместе. Я думаю, что это одна из основных задач. Есть разные проекции, есть, например, правительство Татарстана изгнания, они тоже, Рафис Кашабов поддержал наш манифест и Союз народов, и мы вместе взаимодействуем. Мы где-то договорились, что будем действовать таким образом, то есть они политические, мы где-то так концептуально, чтобы не пересекать и не распылять те силы, о которых вы говорите. Харун, а как выглядит башкирский активизм на фоне татарского? Я думаю, не совсем корректно, может быть, сравнивать разные активизмы, чтобы не вызывать определенную ревность. Я так скажу, с активизмом как таковым все в порядке. Вопрос в том, соответствует ли, скажем так, сам формат активизма тем историческим задачам, которые стоят перед соответствующими проектами. Потому что есть проект Башкирского национального политического центра, который подхватил инициативу у проекта Айрата Дильмухаметова. Но проект Айрата Дильмухаметова, он исторически и политически создавался в другой реальности. То есть он был нацелен на радикальное переформатирование России как федерации, новой, но все-таки федерации. А с началом этой большой российско-украинской войны новый руководитель, или точнее создатель Башкирского национального политического центра, он уже взял курс на независимость Башкортостана. В своей нише, наверное, проект он занял такое место. То есть в этом смысле та, скажем, картина, которую описывает Руслан в татарском национальном движении, лагере, она несколько отличается, потому что действительно, скажем, в башкирском национальном движении, таком антисистемном, есть безусловная доминанта, на данный момент, по крайней мере, и этой доминантой является Башкирский национальный политический центр.
есть свое вооруженное подразделение рота Башкор в составе вооруженных сил Украины, есть какие-то информационные проекты. То есть с активизмом все, в общем-то, нормально, и неплохая концептуальная проработка, есть свои какие-то уже предложенные проекты государственного устройства и так далее. Но вот то, к чему я хотел бы вернуться, а может быть даже это лучше артикулировать, потому что это в такой форме пока не прозвучало, что вот все эти активизмы, не только башкирские, не только татарские, все, да, они должны понимать, что вот момент истины для них настанет тогда, когда из сферы активизма, пока в значительной степени виртуального, и для кого-то даже, вот, может быть, комически выглядящего, да, к сожалению, он наступит тогда, когда они переберутся, что называется, на землю. Вот. И когда этим активистам придется действительно возглавить процесс создания соответствующих государств, политий, как угодно. И вот будут ли они к тому моменту обладать для этого необходимым ресурсом, возможностями, вот это ключевой вопрос. И, на мой взгляд, вот все эти площадки, они должны максимально содействовать вот достижению этого результата, а не просто, скажем так, вот реализации каких-то активистских амбиций. Руслан, я хотел бы, чтобы и ты отреагировал на тезис, который только что прозвучал со стороны Харуна, о том, что этническим организациям нужно спуститься на землю, то есть действовать, я так понимаю, что в своих республиках быть активными и действовать, скажем так, на земле. Как вы считаете, это вообще возможно с теми активистами, которые мы сегодня имеем у разных народов? Да, конечно, с этим тезисом сложно спорить, я полностью с ним солидарен, потому что так или иначе, но придется работать, что называется, на почве. Иной вопрос, что наша сейчас задача вот на этом этапе, это сформулировать эти задачи, подготавливать, потому что с людьми, с которыми я общаюсь, не только из Татарстана, да, а с татарами, которые проживают за пределами Татарстана, они говорят, что вы формулируете, вы поддерживаете этот огонь, а в час X мы так или иначе подключимся. Это очень важно, потому что есть опыт революционной борьбы того же Ленина, например. Ведь тоже, как известно, он не совсем верил, что режим падет, и они придут к власти. Но это случилось буквально за несколько месяцев перед тем, как он, выступая в Швейцарии, по-моему, перед студентами, говорил, что вряд ли на их век придется увидеть падение режима и революционные действия. Но, однако же, случилось. То есть, да, час X может возникнуть в любой момент. Иной вопрос, что есть опасность того, что вот это вот отчуждение пространственное от наших территорий, оно рождает немножко такое кривое восприятие. Это тоже так бывает. Поэтому постоянно приходится общаться с людьми, которые там. В том числе и с людьми, которые, ну, что называется, приближены там, или находятся вот в интеллектуальном, так сказать, вот этом поле, интеллектуальной элите. Их представление, конечно, несколько отличается от того, что говорим мы здесь. Это тоже такое есть. Однако надо понимать, что революция – это вещь, которая преломляет все и вся. Вчера еще было невозможно, а завтра сделалось сказкой. Вот. Но, опять-таки, надо понимать, что сугубо этнический проект, он очень, ну, так скажем, сложен в реализации, потому что степень манкуртизации наших народов, давайте скажем прямо, он очень высок. Многие ли захотят жить сугубо в этническом государстве? Соответственно, нужен вариант или нужны проекты работы, во-первых, с манкуртизированным населением, во-вторых, с русским населением или русскоязычным населением. Они составляют значительную часть населения наших республик и в Башкортостане, и в Татарстане. Вы говорите о том, что необходимо создавать проект гражданской нации. Я правильно понимаю? И это тоже.
И это тоже. Им тоже нужно что-то предлагать. Понимаете, если мы хотим быть реалистами и требовать невозможного, как призвал нас товарищ Ги де Бор, известный татарский деятель времен французского просвещения, то здесь мы должны и к ним обращаться, понимаете? А так получается у нас, что мы зачастую обращаемся только к своим и отталкиваем их, тем самым вызывая сильнейшее отчуждение. Говоря о том, что будет один язык, например, государственный, давайте, вот все мы прекрасно понимаем, к чему это приведет. Я там 1,5 года назад уехал из Татарстана. Я знаю тамошнюю ситуацию. Проблема татарского языка – это тяжелая проблема. И просто взять директивно внести там один татарский язык государственный, это означает гражданскую войну и тому подобное и так далее. Это будет означать провал проекта национального государства. Поэтому здесь нужно подходить очень четко. С одной стороны, иметь радикальное видение, не более такое мягкое, что называется, ну и, естественно, обращаться к тем людям, которые сейчас еще воспринимают нас как врагов, как каких-то ужасных националистов и так далее. Харун, вот, допустим, у татар и башкир есть социальное тело на местах. Этого достаточно для того, чтобы даже изменить их ситуацию? Я имею в виду, если нет такого у других народов, можно ли в ситуации нынешней ситуации в России изменить только этими силами что-то? Ну, я считаю, что, скажем так, это некая там база, да, но надо понимать, что вот эта база без наличия ключевых геополитических условий, она сработать не сможет, к сожалению. Я приведу просто такой пример, который приводил Олег Маголецкий, создатель форума свободных народов «Пост России». Очень, кстати, интересный человек, и я считаю, один из ключевых таких игроков на этом поле. Вот он приводил пример еще после революции 17 года Украины и Эстонии. Вот он говорил, что у Украины были вообще все шансы в теории обрести свое независимое государство. Это 40-миллионный народ, может быть даже больше, огромная территория, там свои какие-то элиты, опыт участия, пусть там в условно чужом государственном строительстве, но все-таки он был, с одной стороны, да, и вот у нее, несмотря на все это, не получилось по ряду причин, но не получилось. А у эстонцев, например, у которых не было вообще всех этих условий, и по идее это последнее, у кого могло получиться, у них получилось. Почему? Да, потому что вот такая создалась геополитическая конъюнктура, поэтому, отвечая вот на ваш вопрос, я думаю, что геополитическая конъюнктура будет очень важной. И в целом надо понимать, что вот без внешнего какого-то фактора воздействия, который приведет к коллапсу эту систему, теряющую устойчивость, но все еще которая стоит на ногах, те возможности, те вот социальные тела, о которых вы говорите, которые есть где-то, они недостаточны для вот решения этой задачи обретения политического суверенитета. Потому что, допустим, в Чеченской нынешней республике, так называемой, это социальное тело есть, наверное, в почти таком идеальном там виде, да, с этнокультурной точки зрения. То есть это моноэтническое население, достаточная сохранность языка, своего культуры и так далее. Но даже при всех вот этих условиях в политическом теле оно остается как бы внешним. И понятно, что изменить эту ситуацию может только коллапс вот этой системы. Поэтому я думаю, что да, без коллапса, к сожалению, не смогут выстрелить не вот одни из этих социальных тел, но если он произойдет, или когда он произойдет, может быть, так правильнее говорить, больше, конечно, шансов выиграть у тех, у кого лучше всего с этим обстоит дело. Я попрошу очень коротко ответить обоих на следующий и последний вопрос. Когда наблюдаешь за деятельностью активистов тех или иных народов,
складывается ощущение, что они везде создают такой междусобойчик, ну, в самом широком смысле из постсоветских народов, а чаще это просто российские народы. Вы не думаете, что они очень неактивны, допустим, в каких-то европейских структурах, что это вызвало бы какую-то рефлексию и дало бы возможность посмотреть на какие-то другие концепции, как можно строить свое будущее? Вот, скажем, я не знаю ни одной активной структуры, которая бы являлась членом той же Федералистского союза европейских национальных меньшинств. Почему так происходит? Ну, это очень печальная, на самом деле, констатация факта, потому что, с одной стороны, это незрелость многих наших народов, это надо признать. Я вначале сказал, что мы очень далеко отстали от той же Европы и в интеллектуальном, и в политическом смысле. Во-первых, невозможно взаимодействовать с теми же либералами, потому что либералы выстроили стену между ими и народами Российской Федерации, прямо став на позиции имперскости. А мы понимаем, что у тех же либералов больше ресурсов, медийных, интеллектуальных, финансовых, организационных, в конце концов, да, опыт работы какой-то. И они дают возможность выхода на эти структуры. Действительно, наши народы, они замыкаются в себе, выстраивают такие гетто, такие внутренние махалли, и вот как бы воюют, лаются с остальными. Это порочная практика, из нее нужно выходить. Но вот те площадки, в которых участвовал и Харун, они, я думаю, что должны вот эту вот стену сломать. То есть они дают возможность презентации этих народов, этих активистов и возможность взаимодействия. Потому что если мы не выйдем из этого гетто, вряд ли у нас по-серьезному что-то получится. Харун, Из того, что озвучил Руслан, с чем я полностью согласен, я бы вот выделил вопрос ресурсов, да, потому что все, о чем вы говорите, то есть вот это взаимодействие с иностранными партнерами, потенциальными союзниками, это должен кто-то делать. Это должны быть люди со знаниями, с опытом, связями, с минимальными финансовыми ресурсами. То есть вот, соответственно, у каждой структуры национально-политической, регионально-политической такие люди должны быть. И, соответственно, ее задачей является готовить таких людей, умножать их численность. Когда будет больше таких людей, будет больше возможностей заниматься такой деятельностью. А вот эти все площадки, они действительно должны способствовать и этой деятельности, и достижению этих задач. Харун, Руслан, спасибо большое за интересную беседу. Спасибо. Это были эксперты по межнациональным отношениям Руслан Айсин и Харун Сидоров. Смотрите нас на нашем сайте idelreal.org, а также в наших соцсетях. До новых встреч!